средствах. В действующем законе, ну, старом будем говорить, да, он есть, и он, как бы, приравнен к лекарственным средствам, есть свой порядок обращения, есть. Но с новым законопроектом он исключен из этой сферы обращения. Я хочу сказать вот что. Дело в том, что теперь регистрации БАДов не будет тогда, как у нас проводилось, как по закону о лекарственных средствах. Но в рамках Евразийской комиссии БАДы относятся к области, сфере техрегулирования, а там свои правила. Но в Евразийской комиссии, когда мы обговаривали, там в другой сфере, там, они относятся к сфере санитарной гигиены, есть речь вообще-то заводится о том, что вообще-то надо было бы, то, что сейчас во всем мире продажа БАДов и регулирование БАДов государством не регулируется и не контролируется продажа, есть так называемый сетевой маркетинг. Законодательства по сетевому маркетингу нету ни в одной стране. И как бы обговариваются вопросы, что в дальнейшем в планах где-то привести к какому-то регулированию, потому что сейчас мы смотрим, во многих БАДах, в состав БАДов входят и лекарственные вещества. Лекарственные вещества в таких дозировках и преподносятся как панацея, извините, тот же хондроитин-сульфат, издревле известные лекарственные вещества, я не буду еще говорить. Если витаминно-минеральные комплексы преподносятся как БАДы, те в дозировках которых идут уже как лекарства должны быть, они преподносятся как... Есть содержащие БАДы, которые растения считаются почему-то БАДами. Есть растения ядовитые, сильнодействующие, алкалоиды содержащие. Они должны быть только как лекарственные. То есть очень много вопросов. Но поэтому Кыргызстан один все это, конечно, не потянет.